Мусульманская святыня, волос пророка Мухаммеда, будет теперь храниться в Грозном. Реликвию привезли спецрейсом из Турции, ее встречали больше 10 тысяч человек. Главная мечеть республики впервые не смогла вместить всех желающих прикоснуться к святыне. Из Грозного репортаж Артура Мустаева. Чтобы увидеть своими глазами шкатулку с волосом пророка Мухаммеда, люди стали собираться в центре города за несколько часов до прибытия реликвии. Хотя на улице сегодня сильный мороз и пронизывающий ветер. Помимо жителей Грозного, на улице мусульмане из соседних республик. Это не просто счастье. Это не просто словами, я не знаю, передать. Это часть его тела, этот волос. Кто на него посмотрит, кто него дотронется, Аллах ему воздаст на том свете. Шкатулку с реликвией доставили спецрейсом из Турции во второй половине дня. В Стамбуле она хранилась во дворце Топкапы. По Грозному ее провезли в сопровождении специального кортежа в главную мечеть города. Маленький Ахмад, сын Рамзана Кадырова, бережно несет священную реликвию в руках через живой коридор. На протяжении всего пути люди приветствуют реликвию восхвалением Всевышнего. Наконец наступает самый волнительный момент. Каждый из присутствующих пытается прикоснуться к хрустальному флакону, в котором вот уже много веков хранится волос последнего из пророков. Те, что не смогли, трогают руки людей, сумевших дотянуться до реликвии. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что после меня придут люди, которые будут готовы отдать все за то, чтобы увидеть меня. Так давайте вместе воздадим хвалу Всевышнему за то, что Он послал нам такой подарок. После церемонии и встречи в мечети прошла коллективная молитва. Когда осенью в республику привезли священную чашу пророка Мухаммеда, ее также встречали тысячи верующих. Пожалуй, впервые главная мечеть республики, рассчитанная на более чем 10 тысяч человек, не смогла вместить всех желающих увидеть волос пророка Мухаммеда. Теперь уже вторая по счету, а по степени важности, главная реликвия всех мусульман будет храниться в Чеченской республике. Артур Мустаев, Заур Скирханов, Зелимхан Бунтышев, Гизир Шавхалов. Вести, Грозный.